лестницу скрывать будем, мы еще повесим, я посмотрим. Вот поэтому потом, чтобы вскрыть, чтобы на самом деле оставить, сделать доступным, так сказать, показать визуально, это же все. Ну, да. А для этого надо иметь полную картину. Ну, сосуды. Что этим уже занимаемся давно, в принципе, у нас картинка, основная картина нам известна, а эти детали очень важные. Да. Ну вот здесь он. Вот никак не могли мы сказать, чтобы не засыпали. Евгений Петрович сам пробежал, он говорит, ну уже засыпали, уже засыпали. А, это отец Гурий? Георгий. Отец Георгий? Да. Здравствуйте. Меня тоже, кажется, привлекли. Я являюсь председателем отдела культуры и епархии. Как бы это тоже получается немножко мое видение, это вещи попадают. Хотел бы, конечно, тоже поучаствовать, посмотреть и все дальнейшие, как говорится, действия. Одноклассник Наталья Павловна Березина. Да. Одноклассник. Он даже ваше давление, что ли? Да, в 29 школе. Вместе учились. Ясно. Вот мы сейчас поднимались, обсудили, что, во-первых, конечно, максимально, что можно сделать, мы в этом году сделаем, да, включая там наблюдение и так далее, дальнейшие заработали. Потом надо как-то добиться, чтобы город все-таки не планировал здесь каких-либо работ в будущем, вот таких вот вскрытий И размещение да, объектов. снятия, да, Ну, знаете, нет, и так далее. Давайте так, можно найти какой-то компромисс, я уже видел в Москве такие компромиссы, да? Попытаться консервировать, это, наверное, не выход. Вы не дослушали. А дальше, вот буквально со следующего года работы надо продолжать постоянно. Я спрашиваю, когда впервые наши археологи, я директор института молодой, недавно, в декабре, вы коснутся, я слышали на нас, с прошлого года, до этого в Совете работал. И буквально вот в новейшее время, до этого вообще ничего не копалось, здесь ничего не скрывалось, никаких работ не проводилось. Это же неправильно, тем более включая советский период. Копали же все там, в старой части, Крутой, Косогор, там это, ушедший под Божьим. А здесь ничего не проводилось. Ну это же старый Кремль, как раз здесь. Да, поэтому максимально не консервировать. А какой смысл законсервировать? Значит, приостановить пока эти вот монументальные работы, да, а дальше уже работу продолжать нашим археологам. И потом же, вот допустим, мы там видели, вот, дорожка там, значит, да, Там апсиды сохранили, фундаменты сохранили. вот дров, фундаменты. Это же все можно, вот имея полную картину, все можно вскрыть, музифицировать, как говорится, там, значит, оставить где-то как наглядное пособие там, значит, да. Отдыхающих здесь Да, много. да, если мы хотим. История наша. Дело в том, что я тут недавно ездил весной на учебу в Москве по древним хранителям, да? И вот в Москве, если мы посмотрим, как раз есть большой опыт, как раз, когда проводились вот эти археологические работы, объекты эти скрывались и консервировались. Если невозможно его сохранение вот как-то фиксировалось или создавалось какие-то прототипы, да, и в то же время вот этим возьмем Третьинский мужской монастырь, там тоже в 30-е годы взорвали храм. Они чего сделали? Они его просто полностью раскопали, фундамент раскопали, все. Хотелось бы интересно, да, посмотреть, как фундаменты эти ложились раньше. Люди совершенно понятия не имеют, что вот фундамент, вот будто фундамент. А что-то, это когда-то, наверное, говорю, когда-то это кончалось в 60-х годах, да? Вот, и понятия не имеет, что вот этот волжский камень, вот этот, откуда он применялся, что там под основу вот это происходило, все это наша же история, культура. И вот они что делали? Они этот камень все раскопали полностью, расчистили. Потом, когда им надо было собор снова строить, ломать-то жалко было, они на сваях, на столбах поставили плиту и сверху построили храм. А внизу был вот такой закрытое городище, можно было заходить, смотреть, видеть, наблюдать. Ну, похожие элементы в Булгаре, вот мы были недавно, тоже они восстановили, тоже так же оставили. В Казани, есть тоже прямо среди Сейчас дороги. уже вон в Москве. Я вот думаю, открыли, да. мы парком никого не удивим, а если Нет, конечно. действительно Нет, покажем конечно, наш вот да, старый да. Кремль, это было бы совершенно другое. Вот Ведь это, ты знаешь, что здесь когда-то был Кремль, а где он был этот да, Кремль? да. Улица Константина Иванова совершенно другая была. Московская. Да. И находок много, можно находки показать. Московский рассказать, тракт. да. А, кстати, находки, скорее всего, когда начнете копать, я у себя, у меня церковь 1861 года в Посаде, вот я сейчас тоже поговорил, мы сейчас хотим, чтобы они туда приехали, как говорится, заключение по археологическим слоям делали, может, чем-нибудь там как раз найдем, может, Посад тоже, ведь, по сути дела,
Тем более город на Волге. На Волге, да. Там, скорее всего, там слоя можно найти такие, что Да. никто даже не может предположить. Волга, да, Волга в любом случае была судоходная, и хотим не хотим, так сказать, общение было, и торговые пути были. Наташа также говорит, ну что там вам открыть, мы никто не знает вообще по идее. Екатерина была там у вас. Ну, она была, это нет, это так, это на уровне легенды. Нет, почему была же? Ну нет, проплывал, ну если мы тогда посмотрим, кто у нас там только не был. Памятник Марии стоит. Да. Есть же Там понятно, там хитрость купцов, чтобы, как говорится, получить статус города. Нет, Государева, потому что там была Государева казенная мельница под горой. Где А вот это да, это отдельный вопрос. Отсюда Государева гора, а там придумали Екатерину. Есть же ее дневник путешествий, там отмечено все, Да, там по каждый дням, час. по часам, поминутно. Ну, Да. Пугачев точно был у вас. Пугачев был, да, потому что первого священника вот Казанской церкви как раз повесил Пугачев. После того он часть ушло, как вот там говорят, в Тверь, да, а другая часть обода ушла, говорит, за вторую речку. Вторая речка у нас получается как Шага. Сундырь он спалил, кстати, сказать. Да, Андет Из-за полил, того, что они не дали не воду. покорились ему. Потому что они встретили его, они его покорили, он его сжег, да. Не город, село там. И вот там сейчас до сих пор вот черные копатели бегают, ездят там, смотрю, нет, там что ищут, там ищут это самое золото Пугачева, оно его до сих пор его не нашли. Пусть ищут. Кстати, Да.